Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ровно 2 года назад в Якутске открылось пространство коллективной работы «Точка кипения Якутск», призванное сплотить творческих людей и генерировать новые идеи и проекты. Что за это время удалось сделать, насколько такой формат оказался востребованным и появились ли действительно стоящие идеи, способные развивать республику. Поговорим об этом с директором автономной некоммерческой организации по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего» Иваном Степановым. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, когда создавалось пространство, было заявлено, что оно призвано, сейчас я цитирую, активировать потенциал сообществ для решения имеющихся болей, генерировать новые процессы и модели развития республики, искать решения невыполнимых задач, в том числе с применением цифровых технологий. Конец цитаты. За 2 года какие боли и невыполнимые задачи удалось уже решить? Да, действительно, это было так. И точки кипения по всей России, они создаются для того, чтобы трансформировать наши территории в лучшую сторону, трансформировать экономику, трансформировать мышление людей. И более действительно очень много. И, например, мы, конечно, понимаем то, что наша республика находится отдаленно от центральной части России, и есть определенные логистические, транспортные сложности, но тем не менее мы имеем возможность экспортировать те или иные товары, продукты, в частности, это интеллектуальные, творческие, за пределы нашей республики. И одна из задач – это было поспособствовать тому, чтобы сообщества и предприниматели в сфере креативных индустрий могли на площадке точки кипения находить себе возможности для того, чтобы их задачи, их цели были реализованы, и якутские товары выходили за пределы нашей республики. Это вот только одно из таких моментов, над которыми мы работали и работаем до сих пор. Ну а кто является сегодня участником такого коллективного пространства и насколько этот формат гражданского взаимодействия оказался востребованным? Изначально пространство, оно существует и действует как экспертно-коммуникационная такая площадка для представителей разных сфер деятельности. Это могут быть органы государственной и муниципальной власти, это бизнес, наука, некоммерческий сектор, это просто люди с активной жизненной позицией, это студенты, это школьники. И приходя сюда, в точке кипения, каждый может случайным образом встретить людей, которых он не мог бы встретить в обычной жизни за пределами точки кипения. И внутри здесь точки кипения можно говорить на разные темы, не обязательно профессиональные. Да? Вот, например, каждый человек, взрослый, он является либо родителем, либо дедушкой, бабушкой, и он озабочен тем, что дети, скажем так, как личности формируются при воздействии разных там обстоятельств и разных процессов, возможно, да. Здесь, независимо от того, чем занимается человек, может поднимать эти вопросы и участвовать в разных проектах, инициативах, социально значимых, общественно значимых. Например, мы регулярно здесь проводим, при поддержке, при участии других организаций, образовательные курсы, разные мастер-классы, вебинары. Они проходят на разные темы, в том числе про профессии будущего, как же современному поколению стать успешными в будущем, как им можно найти дело жизни, скажем так. Да? Ведь мир, он действительно уже изменился. Он не просто меняется, уже изменился. И такие пространства, они позволяют людям находиться на одной волне с меняющимся миром, идти в ногу со временем. И общественные вот эти объединения в виде сообществ, активных сообществ, они, приходя сюда, формируя здесь, развиваясь, влияют на все происходящее вокруг. И, например, вот сейчас я хочу сказать о том, что больше года одним из таких ярких, наверное, видимых результатов является это выработка стратегической инициативы «Новая модель села», направленная на обновление человеческого капитала, инфраструктуры в сельской местности, создание такой благоприятной среды для обитания, для жизни и работы, которая позволит сделать так, чтобы наши села становились комфортнее, чтобы они трансформировались во всех аспектах
скажем, ну, жизни. Потому что сельский уклад жизни, как вы знаете, либо там можете вспомнить прошлое, года, а то и начало 20 века, они сформировались благодаря коллективизации, индустриализации. Потом вот, ну, появились колхозы, совхозы и сейчас нынешние села. И там уклад жизни идет по старинке. Да, мы понимаем то, что очень много сел. По щелчку нельзя их вот так взять и перезагрузить. Но тем не менее, благодаря точке кипения началась такая инициатива. Возникла такая инициатива и пошел процесс. Эта инициатива нацелена на 2035 год. Сейчас делаются определенные такие тактические, практические шаги, и есть пилотные села, например, вот село Титебе Хангаласского Луса, это первый ЖИМКОН, там уже реализованы ряд проектов в рамках новой модели села, это, например, полигон практик Самартай, потом это, значит, пространство коллективной работы САЙДы, что означает развитие. И здесь я хочу сразу сказать о том, что 10 сентября откроется пространство, первое такое пилотное сельское пространство по типу точки кипения. И заодно хочу туда же и пригласить наших сельчан, независимо от того, где они живут, потому что открытие будет происходить через Zoom. И в дальнейшем до 2022 года, точнее до конца 2022 года ставим задачу создать таких пространств 15 по нашей республике. А если все хорошо пойдет, то и в 2 раза больше будет, а может быть и в 3 раза больше. Это все зависит от жителей нашей республики, от тех людей, которые имеют жизненно активную позицию, хотят менять жизнь к лучшему, чтобы здесь хотелось жить в нашей республике, в нашей стране. И этот большой лозунг, большая миссия исходит от агентства стратегических инициатив. Здесь справедливо будет сказать, что точки кипения по всей стране, их порядка 100, создаются благодаря вот этому агентству. Ну, как вы сказали, подобные коллективные пространства работают по всей стране, во всех практически регионах. Есть ли какая-то уникальная особенность якутской точки кипения? И расскажите о механизмах все-таки ее функционирования. Ну, давайте начнем с особенностей. В первую очередь, особенность заключается в том, что точка кипения является элементом инновационной экосистемы нашей республики. Мы находимся в здании IT-парка на 2-м этаже. И вообще точки кипения, как и в других городах, они заточены под то, чтобы здесь развивалось технологическое предпринимательство. Почему технологическое? Вся наша жизнь, независимо от того, чем мы занимаемся, какие у нас увлечения, что нас интересует, независимо от того, какими видами социальной и экономической деятельности занимаемся, у нас технология не предопределяет нашу жизнь. Есть такое понятие, как новый технологический уклад. И мы сейчас переходим уже в процессе перехода на этот новый технологический уклад. И, соответственно, здесь точки кипения, они обязательно должны быть заточены под развитие инноваций, новых технологий, технологий даже нового порядка. И в этом плане мы, можно сказать, опережаем. У нас особенность заключается в том, что здесь пространство не такое большое, общая площадь составляет 317 квадратных метров, а у других точек они там даже 1000 и более бывают. И каждый, кто приезжает из России, из других городов, регионов, который знает смысл точек кипения, они говорят, вот здесь чувствуется дух точки кипения, точкинский дух, да, и люди, попадая сюда, они начинают мыслить по-другому. И в этом уникальность и особенность, наверное. Кроме этого, нужно сказать то, что мы имеем особенность, да, находимся далеко от центра страны, как я уже ранее отмечал, и мы, несмотря на это, коммуницируем со всем миром. Мы заявляем о себе, о том, что о Якутии, о том, что здесь живут очень прогрессивные люди, которые взаимодействуют со всем миром. Отсюда выстреливают очень крутые стартапы, технологические проекты. И в этом так или иначе тоже способствует точка кипения. Точка кипения — это не организация, если так брать, да? Это пространство, это общее такое место, куда любой желающий может прийти в рамках нашей повестки точки кипения, заявлять и как мероприятия, так и свои инициативы, так и проекты, а может быть и простые идеи для начала. В плане функционирования, да,
Все это начиналось с того, что вот проводились форсайты, начиная с 2014 года. Это разные форсайт-флоты. Это небольшие форсайты, но очень важные для нашей республики, для города Якутска. И форсайт — это история ведь про предопределение будущего. Это не просто планирование либо прогнозирование, а это именно возможность взглянуть в будущее и думать оттуда. Эти форсайт-флоты позволили саккумулировать большое количество людей, их интеллекта, их идеи, их креативы, их творческое мышление. И нужна была площадка, которая позволит на регулярной основе этим людям собираться здесь. И это уже произошло. 2 года тому назад, до открытия, на протяжении, даже в 2017 году работа началась с тем, чтобы появилась точка кипения. А нужно было найти помещение, там, определить источник финансирования, выработать концепцию точки кипения, сообщество увидеть, которые будут здесь работать. И, соответственно, все это получилось, и за полгода пошла большая-большая работа. И в первую очередь на тот момент, благодаря руководству города Якутска, на тот момент Айсен Сергеевич был мэром города Якутска, все это вот как-то сложилось, и точка кипения появилась. Но при этом есть такие институты развития, как Технопарк Якутия, венчурная компания Якутия, сейчас корпорация развития Якутии, Алмаз-Аргенбанк, и многие другие организации, которые обеспечивают функционирование точки кипения. Это общий большой проект, это такой формат, и формат, который, возможно, не сразу все поймут, но действительно, вот чтобы это пространство появилось, чтобы оно развивалось, функционировало, вот эти институты развития организаций, заинтересованные и понимающие, они помогают пространству. А наша организация «ОНО Индустрия будущего» является оператором, да, и нам дали, такую ответственность, доверили такое дело, чтобы мы могли управлять этим пространством, делать так, чтобы здесь жизнь кипела, и чтобы люди с идеями приходили и кипели. Иван, и в завершении беседы буквально пара слов. Какие дальнейшие планы у точки кипения? Ожидает ли ее какая-либо трансформация, может быть? Вы знаете, друзья, о трансформации мы всегда говорим, да? И сейчас отличная возможность для того, чтобы перейти к действиям. Когда мы говорили про трансформацию, мы говорили про других. Да? На площадке точки кипения приходят люди, и давайте сознание трансформировать, мы говорили. Да, это нужно и важно, но сейчас условия такие, реальность наша такова, что нужно всем трансформироваться, и нам тоже. И в марте, апреле, мае месяце сеть точек кипения, в которую входит порядка 100 пространств, начали говорить про виртуальность. Мы совместно с другими точками кипения хотим сделать так, чтобы пространства наши, хоть и они офлайн, но они были в виртуальном мире. И мы идем к этому. Постепенно мы окажемся там, и все эти мероприятия, они не будут просто онлайн, да, это возможно, но офлайн все равно нужно придерживаться. То есть взять, чтобы все перешло, это невозможно. Мы говорим больше про развитие людей, и мы, используя эти все инструменты, которых становится все больше и больше, я не говорю только про инструменты такие, как Skype, Zoom и другие, а многие другие сервисы. Мы, используя эти сервисы, будем делать так, чтобы у людей появлялось больше цифровой грамотности, работы в виртуальном мире, в цифровом мире, в интернет-пространстве. И мы заточены больше под цифровизацию, наверное. И в этом плане мы трансформируемся. Но здесь много всего можно еще и говорить. Само пространство, оно тоже меняется. У нас повестка меняется. Мы упор делаем, я уже сказал, на цифровизацию. Эта цифровизация касается государства, экономики, общества. Мы говорим про развитие территорий для будущего. Это второй трек развития. Третий трек развития — это кадры и таланты. И четвертое — это у нас все, что касается технологического бизнеса. Мы идем в ногу со временем, а то и на 2 шага вперед в некоторых ее аспектах. И точка кипения — это место будущего, это место, где можно всегда говорить про прогрессивное, и можно получать очень полезную информацию для
развития как себя личности, так и своей организации, так и своих территорий. Иван, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Это была программа «Актуальное интервью». На проекте «Точка кипения Якутск» о достижениях и планах мы сегодня говорили с директором автономной некоммерческой организации по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего» Иваном Степановым. До встречи в эфире.